эфире информационная программа «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу основные темы этого выпуска. Следком начал проверку по факту массового заболевания якутян сальмонеллезом, где зафиксировано заболевание. В республике налажен выпуск деревянных каркасных панелей для быстро возводимых строений. Сегодня изделия прошли испытания на прочность. Абитура в разгаре. В Якутии продолжается прием подачи документов в вузы о ходе приемной кампании. Из-за непогоды проведение конных скачек Игорь Манчара решено перенести в Якутск. Когда и где состоятся скачки. Синоптики предупредили о грозах и дожде. В конце выпуска расскажем об актуальных погодных прогнозах. Следком начал проверку по факту массового заболевания якутян сальмонеллезом. За медицинской помощью обратилось более 50 человек. Следователи проводят осмотры, опросы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Как сообщил Роспотребнадзор по Якутии, на 9 июля за медицинской помощью обратилось более 50 человек в Якутске, Татинском, Нерингринском, Мегино-Кангаласском, Намском районах. Свое заболевание пострадавшие связывают с употреблением готовых блюд из мяса птицы. Строительство Аланхаленда на финишной прямой. Арктический центр возводит группа ВИС по формату государственно-частного партнерства. Якутия получит готовый работающий объект без серьезной одномоментной нагрузки на региональный бюджет. Что сейчас происходит на строительной площадке, узнавала моя коллега Ржена Гармаева. На берегу озера Сайсары возвышается бетонный исполин. Строительство Арктического центра эпоса и искусств находится на завершающей стадии. Готов монолитный каркас здания со стеклянным фасадом. А сейчас специалисты ведут отделочные работы и обустраивают прогулочную зону. Стройготовность 83% у нас. Сейчас идет благоустройство, то есть территории. Это асфальтирование, брусчатка, освещение, стояночные места. Основные работы по оштукатуриванию стен и покраске, то есть эти работы ведутся. На подходе у нас будет тяжелое оборудование в виде вентиляционных систем, то есть будет монтаж вентиляции, электрики. Это не просто центр, это культурный кластер. Под одной крышей будут соседствовать филармония и 2 театра, поэтому залов под различные творческие нужды запланировано много. Но особое внимание привлекает сцена, которую венчают 3 урасы. Такая оригинальная форма позволила применить не менее оригинальные технические решения. 3 урасы, они объединены порталами. Есть сценический экран сцены, это называется порталом. То есть, соответственно, зритель может сидеть и в той урасе, и в той урасе. Зритель может сидеть и внутри центральной урасы, там на заднем плане, там балкон и так далее. Зритель может здесь сидеть. Не говоря уже о том, что представление может идти и на сцене, и в зале, и в левой урасе, и в правой урасе. То есть мы насчитали где-то 11 разных форматов, пространственных форматов. Даже крыша центра необычная, с эксплуатируемой кровлей. По проекту это многофункциональное общественное пространство. Для проведения концертов тут возводят амфитеатр. Задумано место для отдыха в виде якутского аласа. Будут и смотровые площадки. С крыши высотой 36 метров открывается живописный вид. Здесь впервые в республике, да и на Дальнем Востоке, эксплуатируемая в культурном плане кровля. Эту кровлю мы назвали геокультурной модель республики. Там будет и ленские столбы представлены, понятно, инсталляция такая в художественном плане. Отсюда вся Туймада видна, весь город виден. Все посетители этой кровли по разным мероприятиям, по разным спектаклям и так далее, они будут видеть свой город. Они будут видеть вон тут те горы, откуда река начинается, и сопки с той стороны. По окончании всех пыльных работ начнется монтаж сценического и театрального оборудования. Вот здание в эксплуатацию запланировано на сентябрь 2025 года. Ржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В республике налажен выпуск деревянных каркасных панелей для быстро возводимых строений. Их производство помогает в строительстве жилых домов и социальных объектов в отдаленных районах Якутии. Но прежде чем выходить на массовый рынок, изделиям необходимо пройти испытания. Сегодня панели испытывали на максимальную нагрузку, а за ходом испытаний наблюдали мои коллеги.
Строительный сезон в отдаленных северных и арктических улусах очень короткий. Порой бывает, что строительство одного объекта затягивается на несколько лет. Строители просто не успевают завести материалы и технику и возвести здание за один сезон. Одним из решений этой проблемы могут стать деревянные панели, которые позволяют в короткие сроки возводить здания, которые по энергоэффективности в разы превосходят постройки из бруса, а скорость возведения и стоимость доставки в 6-7 раз меньше, чем при строительстве из железобетонных плит. Большая надежда, и мы рассчитываем на то, что мы поможем людям в Арктике, потому что туда, как все знаем, да, немного желающих есть, кто хотят поехать туда строить дома, например, многоквартирные, двухэтажные или там одноэтажные, 4-, 8-квартирные дома. Вот мы планируем эту нишу как раз занять. Прежде чем приступить к массовому строительству, изделия должны пройти испытания и получить соответствующие заключения экспертов. Сегодня сотрудники Якутского проектного научно-исследовательского института испытали панель на нагрузку. Изделие помещается на домкрат и постепенно увеличивается давление. Производители рассчитывали на максимальную нагрузку в 5-6 тонн, но результаты испытаний превзошли все их ожидания. Испытание является определением максимальной несущей способности и фактической нагрузку, когда происходит разрушение. Это называется стендовые испытания для массового выпуска таких панелей. Сейчас мы дали где-то 16 тонн. И продолжаем, будем вести до разрушения этой панели. За ходом испытаний наблюдал и первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. Поскольку массовое производство надежных стройматериалов может помочь в решении первоочередных задач, связанных с улучшением качества жизни в отдаленных районах, в том числе и в Арктике. Мы сегодня не можем из-за дороговизны строить на арктических районах, на дальних районах те стройки, которые требуют населения, просит население, те же школы, те же детские сады, больницы. И в этом плане, конечно, если мы таким путем пойдем, мы видим, что эту проблему мы можем решить. Причем намного дешевле, чем мы сейчас строим и производим. Испытания показали, что деревянные панели, несмотря на свою простоту, способны выдержать колоссальные нагрузки, что позволяет использовать их и при многоэтажном строительстве. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. С начала СВО от республики в зону боевых действий было передано почти 4000 беспилотных летательных аппаратов, более 3500 тепловизоров и приборов ночного видения, порядка 3900 единиц средств связи, 620 электрогенераторов и 286 единиц отопительной техники. 10 июля запланирована очередная отправка гуманитарного груза с продуктовыми наборами, дополнительными снаряжением и техникой для военных подразделений, в которых служат якутяне. Готовится к передаче партия приборов радиоэлектронной борьбы. Хочу заметить, что данные изделия были произведены якутскими производителями. Опорными пунктами ведется постоянная работа по сбору информации, отзывов от военных подразделений на поставленную технику и оборудование для определения возможностей по их улучшению или калибровке. В Нерюнгри активным ходом идут дорожные работы. Напомним, что с 2022 года по поручению президента страны был разработан 5-летний план мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог. В рабочее состояние будет приведено не менее 80% дорог в крупных населенных пунктах республики. В эту категорию входит столица Южной Якутии. На сегодняшний день в Нерюнгри уже выполнен завершающий этап ремонта автомобильной дороги по улице Южно-Якутская. На улицах Амосова и строителей в этом сезоне произвели замену бортовых камней. Ремонт дорог является приоритетным вопросом, обеспечивающим безопасность и комфорт передвижения. В целях поддержания автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в нормативном состоянии ведутся работы по ямочному и карточному ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов. Планируемая площадь ремонта автомобильных дорог 15 тысяч квадратных метров, из которых ямочный ремонт 2500 квадратных метров, карточный ремонт 12500 квадратных метров. На сегодняшний день выполнены работы по карточному ремонту проспекта Геологов. Работы продолжаются. С 16 июня начались ремонтные работы по улице Кравченко. Протяженность участка – 1,5 километра.
Здесь планируется не только восстановление технических характеристик дорожного полотна, но и улучшение условий для пешеходов и повышение безопасности движения. У нас сейчас производятся производственные работы. Сейчас мы делаем уже тротуарные бордюры, почти заканчиваем где-то метров 600 участка от светофора до светофора. Почти сегодня мы уже заканчиваем тротуарную часть, укладкой бордюров. И уже переходим к укладке дорожного бордюра. В ходе реконструкции подрядчику предстоит выполнить демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, бортовых камней и тротуарной плитки. На их месте будут уложены новые материалы. Сейчас по улице Кравченко производится бетонирование бордюров. К сожалению, из-за дождя рабочим приходится останавливаться. Но когда устанавливается хорошая погода, они работают в полную силу. И стоит отметить, что на данный момент ремонтные работы ведутся с опережением графика. В план работ входит благоустройство пешеходных зон, озеленение территорий и установка урн и скамеек. Также планируется ремонт внутриквартальных проездов общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Завершить все ремонтные работы планируется до 10 октября. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В столице республики продолжается второй этап 14-х военно-спортивных игр «Таежный герой». Это масштабный проект, созданный для детей, находящихся в трудных жизненной ситуации. Он 11 лет проходил в рамках городского фестиваля «Летний позитив». С 2022 года игра вышла на новый уровень. Теперь она имеет республиканский статус и реализуется в рамках госпрограммы по профилактике правонарушения. Подробнее в следующем сюжете. Основная задача проекта – патриотическое воспитание молодежи, а также профилактика подростковой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Участники не только проверяют свою физическую подготовку, но и учатся работать в команде, развивают лидерские качества и чувство ответственности. Мы детей привлекаем, социализируем, так сказать, да? И дети тут находят команду. Дальше они записываются, например, на наши кружки детского подросткового центра, занимаются уже. Некоторых мы вырастили, да? Некоторые закончили уже и, выращиваем новых социализированных детей. В игре приняли участие 220 детей от 12 до 17 лет, находящихся под попечительством сотрудников управления МВД России по городу Якутску и различных районов. Также свои силы испытали участники социальных проектов детского подросткового центра. Там командное взаимодействие происходит. Там мы сплочаемся, приходят новые дети, мы их узнаем лучше. В рамках сегодняшней программы «Патриотический десант» дети состязались в игре «Лазертаг», приняли водные процедуры в бассейне, а также приняли участие в спортивно-соревновательной игре «Старты надежды». Я сегодня играл в «Лазертаг». Это очень прикольная игра. Оружие прикольное. И то, что бегаешь, и все. Да. Там не глубоко и вода очень теплая. В гонке кто быстрее проплывет. Строили пирамиду и потом ее разбирали. Очень веселая игра для команд. У нас были еще кеды великана. Кеды великана – это игра, которая рассчитывается на выносливость, быстроту. Военно-спортивные игры доказали, что даже за несколько дней можно значительно улучшить дисциплину и умение работать в команде. Для многих ребят этот проект стал не просто состязанием, но и возможностью найти новых друзей и обрести новые навыки. А имена победителей и призеров игр станут известны уже завтра. Петр Лукин, Аэлита Махно, Якутск. Абитура в разгаре. В Якутии продолжается прием подачи документов в вузы. Традиционно наибольшее количество заявок поступило в Арктический государственный агротехнологический и Северо-Восточный федеральные университеты. Подробнее о ходе приемной кампании расскажет Виктория Кузьмина. Лето для одних – это пора отпусков и каникул, а для других – ответственный период выбора вуза. В текущей кампании большой популярностью среди абитуриентов пользуется АГАТУ, который готовит кадры для агропромышленного комплекса. В этом году в учреждении предусмотрено 756 бюджетных мест. По состоянию на 9 июля у нас поступило порядка 2000 заявлений, притом большинство заявлений отправляют абитуриенты посредством использования суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн через госуслуги. Наиболее востребованными направлениями традиционно у нас остаются агроинженерия, информационные системы и технологии, лесное дело.
По традиции, самое большое количество заявок поступило в Северо-Восточный федеральный университет. На сегодняшний день этот показатель достиг отметки в 14 тысяч. Отметим, что поступающие на бакалавриат и специалитет могут подать документы по 5 направлениям, а в магистратуру по 3. В этом году у нас в медицинском институте есть специальность среднего профобразования, сестринское дело, там есть бюджетные места, соответственно, вот и туда подают, и на специалитет подают. Ну и в целом, если мы смотрим статистику результатов единого госэкзамена, то химию и биологию сдали больше людей именно в нашей республике, и именно по химии средний балл единого госэкзамена чуть выше. Тоже хочу помогать людям, тоже хочу очень много знать, когда вот просто говоришь свои жалобы, они сразу понимают, что случилось. Вот сегодня принесла справку 29Н, до этого где-то неделю назад подавала уже заявку. Абитуриенты, готовые получить образование в области биологии, химии, географии и смежных дисциплин, направили свои заявления в Институт естественных наук СФФУ. На программы бакалавриата выделено 150 бюджетных мест по 7 направлениям. На сегодняшний день поступило порядка 400 заявлений. Наш институт готовит естественников, да, это химики, да, по направлениям фундаментальная прикладная химия, химическая технология. По химической технологии абитуриенты, будущие студенты имеют возможность получить 2 диплома, да, это нефтегазовое дело и химико-технолога. Есть у нас биология, общим профилем, общая биология. Да, получают диплом биолога и еще педагога биологии и химии. Напомним, подать документы можно как очно в приемной комиссии университета, так и дистанционно через госуслуги или личный кабинет абитуриента на официальном сайте университета. Приемная кампания для поступающих на бюджетные места по результатам ЕГЭ завершится 25 июля на базе СПО, не ранее 15 и не позднее 20 июля. Виктория Кузьмина, Аэлита Махно, Якутск. В Якутске завершился первый этап школьной приемной кампании и сразу же стартовал второй. Однако мест уже практически не осталось. И это при том, что город насчитывает 53 общеобразовательные организации. Сколько первоклассников в итоге пойдут в школу в этом году, узнавала Саргалана Неустроева. По данным Управления образования, школы города Якутска в этом году готовы предложить родителям первоклассников порядка 5000 вакантных мест. При этом, по прогнозам, зачислено будет около 4900 малышей. Казалось бы, все складывается удачно и даже имеется некоторый профицит этих самых мест. Но на практике все снова оказывается совсем по-другому. Сегодня большинство школ города уже закрыли набор в учебные классы. И это при том, что приемная кампания все еще идет. По месту регистрации 4891 детей зачислили. Потом еще помимо этого есть дети, которые без регистрации, у кого есть прописка в улусах, и иммигранты еще есть. Поэтому мы ожидаем еще 300-500 детей. Так как же так получается, что школы уже заполнены, несмотря на достаточное количество вакантных мест? Все дело в том, что распределение первоклассников идет неравномерно. Пока центральные школы завалены сотнями заявлений от родителей, окраины такого напора не ощущают. Вот, к примеру, 26-я школа еще недавно имела 27 свободных мест и дала старт второму этапу приемной кампании. Но буквально за сутки ситуация изменилась, и все места оказались заполнены. У нас по регламенту в классе должно быть 25, но мы стараемся это количество сохранить, но все равно доходит до 30 в этом году. Почти все классы учатся с первой смены. Со второй смены у нас учатся только 6-7 класс и 2-4 класс. То же самое в Центре глобального образования. Гимназия в целом ежегодно становится предметом жарких дискуссий по поводу нехватки мест. Что удивительно, в этом году у школы сложилась немного другая ситуация. Да, набор закрылся быстро, в классах по-прежнему по 30 человек, но заявлений в этом году было подано меньше. Здесь Управление образования в рамках статьи 67 пункта 4 273 ФЗ решает данный вопрос о реализации права ребенка на образование.
что и было сделано. Вот, предложено СОЖ номер 33, там сейчас открываются классы. Вот, ну и, собственно, на то количество учебных мест, которые необходимы на сегодняшний момент. Как отмечает директор гимназии, сегодня они надеются решить ситуацию вводом пристроя. И такое решение проблемы действительно показывает эффективность. Та же 26-я школа может позволить себе обучать детей в одну смену только за счет нового дополнительного здания. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Проведение конных скачек игр Манчары решено перенести из села Итыкёль Татинского района в Якутск. Решение о смене места проведения скачек приняли на собрании с участием главных судей и представителей районов-участников. Причиной указывается состояние дорожек на ипподроме Сагыл-Уялах после дождя. Скачки должны были состояться сегодня, теперь же они пройдут 11 июля на ипподроме имени Иннокентия Свинобоева в местности Юсхатын. Действительно, у нас сегодня конные скачки переносятся с Татинского улуса в Юсхатын, город Якутск, в связи с погодными условиями и в связи с тем, что форс-мажорные обстоятельства. А на самом деле, действительно, у нас на вчерашний день скаковая дорожка была в нормативном состоянии, но сегодня во время утренних заездов, утренних тренировок лошадей, к сожалению, появились пучины. Связано, конечно, с погодой в первую очередь, да, и соответственно, принято решение организационным комитетом о том, что игры Манчары, конные скачки обязательно должны состояться, и в связи с этим переносятся на Юсхатын. Имеется в виду, по двум группам будет разделено, то есть первая и вторая группа. В этом плане у нас изменений нету, судьи будут те же. Ну и старт-машина, собственно говоря, тоже будет уже присутствовать там, и дорожку прямо сейчас уже начинаем готовить на Юсхатыне. НВК «Саха» проведет плановые профилактические работы на телерадиовещательном оборудовании. В связи с этим 15 июля с 8 до 17 часов по местному времени будет временно приостановлена эфирная трансляция теле- и радиоканалов в Якутске, Нерюнгри, Мирном и поселке Лебединый. Информация о точном времени перерывов в вещании будет доступна в ежедневных сводках о работе технических средств. День семьи, любви и верности – особенный трепетный праздник. Он приурочен к памяти небесных покровителей супругов Петра и Февронии Муромских. В праздничный день 8 июля в Национальном центре «Россия» открылся Всероссийский свадебный фестиваль. Ключевым событием стала церемония регистрации брака. И не одной пары, а 151. В их числе и якутяне. Подробности у моей коллеги Айсены Бурнашовой. Путешествие по реке жизни на корабле любви в День семьи, любви и верности отправилась 151 пара со всей страны. Молодым дорогу организовали целое шествие свадебное. Виталий и Сахая родом из Якутии, но история их любви началась в Москве с совместной тренировки по бегу. Оба марафонцы. Мне понравилась энергетика ее, и я сразу понял, что это мой человек. Она меня сразу поняла с полуслова. Своим умом, ответственностью, харизмой, да, и широтой своей души. Шаг за шагом, и уже год самые яркие, а порой и сложные километры они преодолевают вместе. Сегодня пара вступила в свой главный забег – семейный. И не случайно выбор торжественного костюма пал на якутский. Мы хотели бы на данном фестивале и вообще вот этим всем жестом показать России, кто мы, что мы, какие у нас есть национальные свои признаки, какая у нас национальная культура. В якутском наряде сегодня и Кира Лин, ее жених Игорь в русском национальном. Пара ценит традиции и преемственность поколений. Зонт, например, невесте посоветовала взять ее бабушка. И правда, дополняет образ. Мы являемся жителями других регионов, но несмотря на такую колоссальную разницу, нас объединила любовь, да. И, честно, хочется немножко даже плакать от волнения, но чувствуем все самое лучшее, прекрасное. Ключевое событие – торжественная церемония регистрации брака, единовременная для всех пар. Насколько счастлива каждая из ваших семей, настолько счастлива и вся Россия. Насколько крепка традиция и любовь в ваших семьях, настолько крепка и Россия.
Потому что, как сказал наш президент, Россия – это, по большому счету, такая большая семья семей. И вы складываете эту большую российскую семью. Счастья вам, любви и удачи! Любовь буквально витает в воздухе. И вот звучит главный вопрос. Согласны ли вы? Прошу ответить вас, женихи. Ваш ответ, невесты. Трепетный и светлый миг рождения семьи, слезы по щекам, счастье в глазах, обмен обручальными кольцами и... 8 июля 2025 года в столице России, городе Москве, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой супруги. Поздравьте друг друга. В этот день свои сердца узами брака связала 151 пара. Второй Всероссийский свадебный фестиваль продолжит работу до 10 июля. Всего за 3 дня в Национальном центре «Россия» зарегистрируют свои отношения свыше 200 пар. Каждая вручат лампаду с сакральным огнем из города Муром, где жили святые Петр и Феврония, чтобы огонь семейного очага молодожен не затухал никогда. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. И в конце выпуска о погоде. Синоптики предупредили о грозах и дожде в Якутске и многих других районах. Якутская ГУМС предупредила о неблагоприятных явлениях погоды в четверг, 10 июля, в Якутске и его окрестностях, Намском, Мегино-Кангалахском, Хангалахском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском районах. Местами ожидаются грозы с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. В Горном, Алданском, Нерингринском, Алекминском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском районах пройдут дожди, местами даже ливни. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.